а пока мы увидим Дарью Шацких из Сахалинской области, мастер спорта России 1996 года рождения. Все спортсменки, как вы понимаете, стартуют с интервалом в полминуты. В общем, тоже удобно для того, чтобы смотреть, кто сколько у кого отыгрывает по дистанции, ну, хотя бы из соседних номеров. Вот. И Полина Лобастова, еще 7-й номер, тоже 2000 года рождения. Вот 3 самых молодых спортсменки. Мария Муратова, Сахалинская область. Я вот сейчас смотрю стартовый протокол. Единственная участница сегодняшнего забега, которая имеет в своем активе только первый разряд по лыжным гонкам. В общем, единственная перворазрядница. Да? Все остальные кандидаты мастера спорта международного класса. Вот я вот так пробегаю сейчас по списку. Ну и да, заслуженных мастеров спорта у нас сегодня на дистанции нету. Вот Екатерина Ощепкова, о которой тоже уже говорил, 2000 года рождения. Спортсменка представляет Тюменскую область и Пермский край. 5-й стартовый номер вот, на дистанции уже. Ждут девушек сегодня 2 5-километровых круга, так что мы еще всех увидим на стадионе именно на заходе на 2-й круг, ну и, соответственно, на финише. 6-й стартовый номер Валентина Смирнова, спортсменка 1997 года рождения. Мастер спорта представляет Московскую область, номер 6. Бросается в погоню за впереди идущими девушками. Номер 7 как раз опять та спортсменка, о которой мы говорили, Полина Лобастова, представляет Республику Татарстан. Одна из самых молодых участниц сегодняшней гонки, кандидат в мастера спорта. Ну, у Татарстана довольно сильная команда, и наверняка приложит все усилия спортсменки из этого региона, чтобы сохранить лидерство в Кубке России. Но очень удобно у них расположение. 73-й будет Диляра Сибирзянова стартовать, 74-й Лариса Рясина. В общем, будут знать выступления, итоги забега своих конкуренток, будут вести их по времени, так что все шансы, ну, все зависит, конечно, от физических кондиций, все шансы есть у команды Татарстана. 8-й номер Екатерина Константинова была на ваших экранах, мастер спорта из Санкт-Петербурга. Ну вот, в общем-то, еще снова на ваших экранах. Может быть, есть персональные поклонники Екатерины Константиновой, друзья, молодые люди. Вот, пожалуйста. Все для вас. Анастасия Шуткина, еще одна спортсменка из Санкт-Петербурга, мастер спорта 1996 года рождения, в параллельном зачете выступает не только за Санкт-Петербург, но и за Тверскую область. Под 10-м стартовым номером первая спортсменка из команды хозяев соревнований Наталья Зорина, 1997 года рождения, мастер спорта, Республика Коми. Вот. Наталья Зорина интенсивно стартовала, скажем так. Развивается коса, бьет спортсменку по щекам. В общем, заряд эмоций, наверное, дополнительно получает лыжница. 11-й номер Анна Русских, мастер спорта России 1999 года рождения, Кировская область. Тоже довольно быстро начинает дистанцию. Можно вот посмотреть, сравнить стартовые номера. Все-таки даже визуально смотрелись менее уверенно на дистанции. Но вот с каждым последующим номером спортсменки в бой бросаются все быстрее и прекраснее, даже вот так можно сказать. 12-й стартовый номер Татьяна Чванова, Республика, прошу прощения, Санкт-Петербург и Рязанская область, мастер спорта России, девушка 1995 года рождения. Вот принято говорить, что у девушек возраст не спрашивают, а мы вот вам
в прямом эфире год рождения называем. Вдруг кто-то из поклонников лыжных гонок влюбится. Зинаида Липина, 13-й, счастливый стартовый номер для спортсменки из Республики Коми, мастер спорта России 1996 года. В Сыктывкаре сегодня довольно прохладная погода, минус 21 градус где-то, плюс-минус там, да, получается, в зависимости от месторасположения. Поэтому довольно проблематично будет спортсменкам сегодня преодолеть всю дистанцию, не замерзнуть. Вот поэтому с такими вот накидочками выступает. Наверное, у кого-то уже щеки пластырем заклеены. 14 номер Анастасия Бекишева, кандидат в мастера спорта из Тюменской области. Вот по форме, по комбинезону, вот, яркие именно комплекты у Тюменской области, у Республики Коми. Вот можно издали увидеть спортсменок этих регионов и ни с кем их не спутать. Номер 15 Варвара Прохорова, 1991 года рождения, мастер спорта страны. Выступает Варвара за Москву и за Московскую область. Довольно много спортсменок из Москвы и Московской области сегодня выйдут на старт. Ну вот мы видели уже перед Варварой номер 6 была Валентина Смирнова. Елизавета Тюрина, номер 16 на ваших экранах. 1996 год рождения, мастер спорта, представляет Красноярский край. Ну а тем временем у нас довольно скоро первые стартовые номера должны подходить на первую контрольную отсечку. Вот, надеюсь, что увидим, как они бегут. Будут нас, надеюсь, оповещать о промежуточных отсечках именно по ходу дистанции, а не только на стадионе. Не вышла на старт, как видим, Ирина Бережная, 17 номер, представительница Самарской области, так что перед Анастасией Рябовой, 18 номера из Тюменской области, есть небольшой засвет. Ну, правда, может это даже сказаться как-то негативно. Все-таки удобнее стартовать, когда ты видишь все-таки спину впереди идущего лыжника, впереди идущего гонщика. Может, она служит каким-то ориентиром для тебя. Ну, в любом случае, ориентиром теперь для Анастасии Рябовой будет Елизавета Тюрина. Между спортсменки, как вы понимаете, 1 минута. Так что можно будет, если приблизиться к впереди идущей лыжнице, уже точно ставить себе отличную оценку за эту гонку. Номер 19, тоже вот мы видим сейчас не выходит на старт. Под номером 19 у нас была Светлана Хостункова из Брянской области, мастер спорта международного класса 1988 года рождения, но вот тоже не выходит на старт. Может быть, болезнь, может быть, решили тренеры не рисковать, не выпускать в такой довольно прохладную погоду спортсменку. Не знаю, можем только догадываться, поэтому видим, как на старт у нас убежала Мария Половникова, 20 номер, мастер спорта из Кировской области. Кировская область сосед Республики Коми. Было бы, в общем-то, грех не приехать на финал Кубка России, ну, тем более в соседний регион. Не так это затратно. Олеся Рушенцева, тоже вот спортсменка, не называл ее, 2000 года рождения, еще одна лыжница из плеяда самых молодых сегодня на дистанции, кандидат в мастера спорта из Свердловской области, 21 номер, и вот тоже довольно бодрячком смотрится на стартовом отрезке. Посмотрим, конечно, будет ли этот бодрячок, сохранится ли он на протяжении всей гонки, ну и уж тем более на финише. И без того гонка тяжелая, дистанция, в общем-то, неприятная, и подъемы здесь в Сыктывкаре, в общем-то, тоже непростые. Да даже не только подъемы, даже спуск здесь с поворотом неприятно для спортсменок и довольно часто завершается падениями, так что сложная дистанция, поэтому на финише многие обессиленно падают.
Арина Калинина была 22 номер на ваших экранах. Еще одна спортсменка из Санкт-Петербурга, 95 номер. А вот сейчас еще одна из Татарстана. Это Ольга Сергеева, 1989 года рождения, мастер спорта. Вот Ольга Сергеева вообще капитально закрылась. И очки, и шарф, или как правильно это уже называется. В общем, полностью утеплилась и готова покорять 10-километровую дистанцию. Попробуем по окончании этой гонки, конечно же, поймать призеров, переговорить, снять для вас комментарии. Может быть, кого-то удастся пригласить в студию, но это, конечно, будет после гонки. Будет у нас небольшая пауза перед мужским стартом. 24 номер Ирина Коваленко, мастер спорта из Санкт-Петербурга. Ну вот там вот с высоты птичьего полета, да, с квадрокоптеров показывают план стадиона имени нашей прославленной многократной олимпийской чемпионки, спортсменки, выигравшей, наверное, абсолютно все, что можно было выиграть в лыжных гонках, Раисы Петровны Сметаниной. Но вот еще одна спортсменка, которая в свое время тоже участвовала на крупнейших стартах за сборную России, Евгения Шаповалова, мастер спорта международного класса. Вот первый мастер, нет, не первый после Светланы Хостенковой. Светлана Хостенкова не вышла на дистанцию. Так что вот из тех, кто вышел на дистанцию, именно первый мастер спорта международного класса из Ханты-Мансийского автономного округа Евгения Шаповалова. Следом за ней 26-й номер Ксения Абрамова, мастер спорта, 1996 года рождения, Санкт-Петербург представляет девушка, ну и выступает в параллельном зачете за Республику Карелия. Двадцать 27-й номер отправилась в гонку Виктория Торопова, еще одна спортсменка из северной столицы России, из Санкт-Петербурга, мастер спорта 1988 года рождения. Ну, наверное, вряд ли стоит ждать от спортсменок из первых таких номеров высоких результатов сегодняшней гонки. Но, в общем-то, возможно, конечно, все. Ну вот и от Евгении Шаповаловой тоже можно ожидать борьбы за призовые места. Посмотрим, как оно будет на самом деле. Пока что не дают нам промежуточные отсечки. Наверное, уже какие-то отметки уже должны были быть пройдены. Но подождем еще, конечно. В любом случае, отсечку на стадионе, когда спортсменки пойдут на второй круг, мы с вами увидим. 28-й номер Анастасия Одинокова была. Представительница, давайте посмотрим, представитель Новосибирской области, 1996 года рождения, девушка, мастер спорта страны. Не выходит, видим, на старт Анна Поваляева, 29-й номер, спортсменка из Ханты-Мансийского автономного округа. Ну, в общем, да, уже 3-4 спортсменки, да, у нас пропустили эту гонку, хотя предварительно заявлялись. Вот уж действительно интересно, чем это связано. Анастасия Москаленко, 1991 года рождения, девушка, мастер спорта России, представительница Новосибирской области. Следом за Анастасией будут выступать две спортсменки из Татарстана. Ну, к Татарстану, конечно же, пристальное внимание и у тренеров Республики Коми, и у специалистов, и, в общем, между именно Коми и Татарстаном идет, я так понимаю, основная все-таки борьба сегодня за такое общекомандное место. Ну и посмотрим, как будут на дистанции лидеры этих команд. И мы видим, что уже на вторую 5-километровую часть, скажем так, отправляется Екатерина Макурина. Первый номер уже появился на стадионе. Ну, на самом деле, не очень быстро прошла она первый круг. 31 номер Республика Татарстан Анна Марковкина, 95-го года рождения, мастер спорта. Вот нам показывали, да? Давайте сейчас вернемся к тому, что мы показывали. Пока нам сейчас демонстрируют старт Жанны Муравьевой, 32 номер, 1992 года рождения, спортсменка из Татарстана, опять-таки, да, вот вдвоем идут лыжницы из Татарстана. А вот здесь нам показывают тяжелый подъем, и вот уже
проскальзывают лыжи в Дарье Шацких из Сахалинской области, третьего стартового номера. Но мне кажется, что он немножко по дистанции отыграла у Александра Шимулиной несколько метров, ну, может, даже между ними секунд 20, где-то так. Стартует Анна Грухвина, 99-го года рождения, девушка из Тюменской области, мастер спорта. Ну, вот тем временем Александра Шимулина на ваших экранах, представительница Красноярского края, тоже отправляется на вторую пятерку. 34-й номер Светлана Заборская, мастер спорта России, 96-го года рождения, представительница Архангельской области. У нас уже 17 минут прошло с начала старта сегодняшней гонки. И у нас уже почти половина. Ну вот, если быть точным, на 37-м номере будет половина стартовавших. Так что сегодня гонка пройдет довольно быстро, наверное, но 74, напоминаю, участницы. Надежда Шуняева, 1993 года рождения, лыжница, мастер спорта России. Выступает девушка за Иркутскую область и параллельно в зачете за команду Санкт-Петербурга. Ну, вот Екатерина Ощепкова тоже вот так визуально показалось, что отыгрывает все-таки какие-то метры по ходу гонки у спортсменок, стартовавших впереди нее. Ну и вот здесь еще Надежда Шуняева уже идет следом за Дарьей Шацких. Нужно, конечно, обгонять Надежде, спортсменка, которая ушла на дистанцию намного раньше. Вот видно уже было даже невооруженным глазом, как тяжело дается дистанция для Шацких с Сахалинской области. Но опять же, на вторую пятерку вот спортсменки идут уже практически, наверное, без сил. Наталья Баракина была по 36-м стартовым номером на ваших экранах, тоже ушла она на дистанцию, спортсменка из Тюменской области. А вот здесь уже это с 37-й Дарья Старожилова, мастер спорта международного класса из Калужской области. Девушка 1993 года рождения. Вот идет она по дистанции, вроде бы перед ней нету никого впереди из ранее стартовавших, так что трасса свободна. Вот, наверное, не возникнет у нее таких проблем, как Надежды Шуняевой, которая мешается немножко Дарья Шацких. Мешается, наверное, в кавычках все-таки для разгона, для повышенной скорости на дистанции. 38-й номер Христина Мацокина, 1998 года, Республика Татарстан, мастер спорта. Вот мы здесь видим, как на этом подъемчике Анастасия Шуткина преследует Екатерину Константинову. Отыграла Анастасия, получается, уже полминуты разницы между ними на дистанции. И уже, наверное, будет обгонять либо на этом подъеме, либо на самом стадионе. 39-й номер Виктория Мирина, Республика Коми, опытнейшая лыжница, участница и этапов Кубка мира, и многократные призеры чемпионатов России, Кубка России, спортсменка из Республики Коми. И вот Виктория Мирина вообще так не то, что чуть-чуть не повезло, да, там Полина Лобастова выезжала, могла перерезать дистанцию, но вроде как-то разошлись спортсменки, все-таки разные, наверное, цели у них на эту дистанцию. Лилия Васильева, 40-й номер, стартует. Спортсменка тоже мастер спорта международного класса и Удмуртии. Ну вот мы видим, как я и предсказывал, 9-й номер Анастасия Шуткина из Санкт-Петербурга и Тверской области обгоняет своего партнера по команде Екатерину Константинову, также как и Анастасия, в общем, из Санкт-Петербурга. И, наверное, будет между ними появляться постепенно просвет, будет увеличиваться разрыв, и вряд ли таким стройным дуэтом спортсменки прибегут к финишу. 41-й номер, это Анастасия Игнатьева, 98-го года рождения, Ханты-Мансийский автономный округ. Вот мы видим сейчас на стадионе появляется Наталья Зорина, Республика Коми, но далеко она осталась позади. Получается, кто у нас ее? Анна Русских, 11 номер из Кировской области, уже далеко убежала от Зориной. Между девушками, как понимаете, была, опять же, полминуты разницы. И вот здесь еще мини-дуэли локальные на трассе. Зинаида Липина обошла Татьяну Чванову на этом подъеме. 13 и 12 номера были.
Ну, пока мы за этими перипетиями наблюдали, с такими микро сражениями, у нас уже ушла на дистанцию Мария Лихачева, 42 номер, из Республики Коми, мастер спорта России, 95-го года рождения. И вот довольно молодая и перспективная спортсменка, 43-й номер, Нина Дубатолкина из Москвы, 98-го года рождения. Видели мы Нину на чемпионате России в прошлом году здесь, в Сыктывкаре, довольно агрессивно, скажем так, и на равных сражалась она с ведущими лыжницами страны. Ну, конечно же, Ольга Рочева, 44-й номер, мастер спорта международного класса, Республика Коми, 1978 года рождения. Вот когда говорят про опытную спортсменку, про участниц крупных стартов, ну, в общем-то, конечно, Ольга Рочева, безусловно, одна из них, участница Олимпийских игр 2000, по-моему, да, по-моему, она участвовала в 2010 году в Ванкувере. Вот сейчас вот по памяти пытаюсь вспомнить. Ну, в общем, в любом случае, участница Олимпийских игр, этапов Кубка мира, чемпионатов мира, представительница команды Рочев Тим. Майя Якунина, 45-й номер, 98-го года, мастер спорта Калужская область. Тем временем на стадионе уже на второй круг идут спортсмены второй десятки. Вот была на ваших экранах Анастасия Бекишева, кандидат мастера спорта из Тюменской области. Ну, если говорить о Рочев Тим, ждали мы сегодня в эфире у нас трехкратную олимпийскую чемпионку Юлию Чапалову, но вот Юлия, к сожалению, приболела, поэтому приходится эфир вести одному без нее. Ну, желаем Юле скорейшего выздоровления. Полина Кальцина, Ханты-Мансийский автономный округ, 47-й номер. Ну, у Юлии Чапаловой и Василия Рочева в семье недавно, в прошлом году тоже появилось пополнение, всего уже там в семье 4 ребенка. Ну и вот старшая дочка Юлии Чапаловой, Олеся Лишенко, совершенно недавно на международных, на всероссийских стартах в Сыктывкаре завоевала бронзовую медаль, 16-летняя спортсменка, так что ждем, что и в Республике Коми появятся новые молодые талантливые звездочки. Полина Кальцина, мы говорили уже, 47-й номер, была на старте, перед ней должна была стартовать Аида Баязитова. Москва, 46-й номер. Вот, честно, отвлекся, вот не увидел, ушла на старт или нет. Вот, вроде бы нет. Яна Кирпиченко, 48-й номер, мастер спорта международного класса, 96-го года рождения, представительница Алтайского и Красноярского краев. Ну, с Яной Кирпиченко удалось пообщаться при службе Центра спортивной подготовки сборных команд республики. Есть небольшое такое интервью с девушкой, его можно прочитать в группе, собственно говоря, Центра спортивной подготовки сборных команд республики Коми. 49 номер. Евгения Ощепкова, мастер спорта из Тюмени. Сейчас на ваших экранах была, ушла уже тоже на дистанцию. Спортсменка 93-го года рождения. И мы потихонечку подбираемся к сильнейшим участницам, к лидерам зачета Кубка России. У нас совсем немного осталось не стартовавших. Ну, наверное, не немного, наверное, все-таки треть. Будет правильно сказано. Мария Давыденкова, 50-й стартовый номер, мастер спорта международного класса, Республика Татарстан, 1992 года рождения. Вот по старту очень довольно бодро смотрится Мария. И наверняка ставит для себя попадание, целью попадания не просто там в какую-то двадцатку, десятку, да, но и, может быть, борьбу действительно за призовые места. Ну, пока что на ваших экранах 20-й номер, это Мария Половникова, или Половникова, скорее всего, Кировская область, и Светлана Плотникова, 51-й номер, Свердловская область, уже выходит на старт, выходит на дистанцию. Следом за ней будет Анна Неустроева из Мурманской области. Вот нам очередной раз показывает подъем. Здесь у нас уже Евгения Шаповалова из Ханты-Мансийского округа бежит. Ну и здесь Анна Неустроева, как раз, о которой мы говорили. 52-й номер на дистанции, 89-го года рождения, девушка, мастер спорта России, представительница
Мурманской области. И вот такой красивый план для эстетов, да, например, или для любителей подглядывать из-за кустов. На старте 53-й номер Габриэла Калугер, 1995 года рождения, лыжница, мастер спорта России, выступает за Московскую область. Ну вот нам сейчас подсказывает судья-информатор, что Ольга Сергеева показывает на 5-километровой дистанции промежуточный лучший результат. Ольга Сергеева, Республика Татарстан. И второе место пока что у Арины Калинина из Санкт-Петербурга. Но я думаю, эти результаты будут постепенно обновляться и улучшаться. Пока же мы видим Ирину Коваленко из Санкт-Петербурга, но вот ходом Ирина, конечно же, сдает, да, потихоньку. Силы оставляет спортсменка. В общем, главное здесь справиться с усталостью, справиться с собственными силами, может быть, перебороть даже себя и преодолеть просто эту дистанцию. Тут, наверное, уже на результат не так важно смотреть. Лали Кварацхелия, 94-й год рождения, мастер спорта России из Республики Татарстан, уже на дистанции. Ну вот мы видим потихонечку, первая треть стартовавших идет на свой второй круг. И я так понимаю, что сходит с дистанции 24 номер Ирина Коваленко, по которой мы говорили, что ее силы оставляют, но, видимо, совсем оставили, и не будет Ирина бежать вторые 5 километров. Решила, в общем, наверное, отдохнуть после таких напряженных минут. 56-й был номер стартовый Анастасия Казакул из Магаданской области, мастер спорта международного класса. И вот сейчас 57-й на дистанции Алена Мельникова из Татарстана, 95-й год рождения, 57-й номер, как я сказал. Номер 30 подходит уже к стадиону. Это Анастасия Москаленко, Новосибирская область. Ну, по сравнению с теми лыжницами, которых нам показывали, у Анастасии силы-то еще есть, да? Еще как-то держится, борется и с лыжней, и с погодой. Ольга Кучерук, 58-й номер, Тюменская область. Ну, вот мастер спорта России, 97-го года рождения, молодая лыжница, сразу же уверенно выходит на дистанцию, обгоняет Викторию Торопову из Санкт-Петербурга. Ну, здесь все прошло тоже без проблем, уступили лыжню. Так вот, видели мы Ольгу Кучерук тоже в прошлом году на чемпионате России, и в составе команды Тюменской области Ольга стала победительницей чемпионата страны. Так что ждем и от нее сегодня высоких секунд. Пока разговаривали про Ольгу, у нас на дистанцию ушла Мария Козякаева, 91-го года рождения, мастер спорта России из Нижегородской области. Ну, здесь должна быть сейчас Эльмира Гаянова из Татарстана. Я так понимаю, что тоже ее нету сейчас на стартовом городке. И к старту уже готовится Виктория Калинина, Сахалинская область. Ну, вот все меньше и меньше лыжниц остается, которые еще не вышли на дистанцию. Ну, 74-й номер, напоминаю, Лариса Рясина будет последний бежать по дистанции, но далеко не последний по результатам. 61-й номер Виктория Калинина, Сахалинская область, мастер спорта России, 93-го года рождения. Вот здесь потихонечку 33-й номер уже подбегает к стадиону, к выходу на второй круг. Это Анна Грухвина, мы ее тоже уже представляли. Ну и первая спортсменка, которая бежит уже на финиш под первым же номером, Екатерина Макурина. Ну, наверное, нам даже покажет финиш первой спортсменки. Ну и будем параллельно следить за тем, кто и с каким временем финиширует. 62-й номер Ольга Хлопотина, 88-го года рождения, тоже мастер спорта, представительница Нижегородской области. Ну вот уже из последних сил Екатерина Макурина
добегает до финиша, стартовала первой и финишировала, в общем-то, первой. Если бы на этом гонку завершили, вообще было бы счастье для молодой спортсменки из, ну, хотя не такой же молодой, но для спортсменки из Хабаровского края, да, 94 года на рождения, наверное, все-таки молодая еще по лыжным меркам. 63 номер Анна Медведева, мастер спорта международного класса 1989 года рождения, Свердловская область. Сейчас на ваших экранах. Ну и мы видим подъем. Здесь кто-то бежит уже в 34 номер на второй круг. Светлана Заборская. Да, я прошу прощения, 36-й Наталья Баракина. Кто-то уже на финише. На старте же пока Екатерина Смирнова, 96-го года рождения, представительница Тюменской области Республики Мариэл. Ну вот как раз второй номер уже Александра Шимолина идет на финиш, но я так понимаю, что серьезно Александра уступила даже Екатерине Макуриной, как мы понимаем, было между ними 30 секунд на старте, ну вот, наверное, даже больше минуты. Будет где-то в районе минуты отставания. Там, по-моему, наверное, даже где-то Дарья Шацких или Шацких уже тоже должна была финишировать. 65-й номер Анна Белая, 87-го года рождения, представительница Мурманской области. Ну и вот нам, да, показывают финиш Александры Шимониной, одна из самых молодых лыжниц, участвующих сегодня в финале Кубка России 2000 года рождения, спортсменка Красноярского края. Ну, нелегко далась Александре дистанция. Но опять же, главное, что она ее преодолела. Все в копилку, все в опыт. 66-й номер Марина Черноусова, 1983 год рождения, мастер спорта международного класса из Сахалинской области. Тем временем уже на подъеме 6-й номер. Это у нас Валентина Смирнова, Московская область. И 5-й номер уже на финише Екатерина Ощепкова. Видимо, Екатерина Ощепкова обогнала идущую от нее Дарью Шацких. Между ними была минута. Ну, в общем, минуту с лишним Екатерина привезла соперницу под номером 3. Но вот наверняка этот результат становится промежуточным лучшим. Но нам пока не показывают. Хотя вот будет небольшая просьба операторам на финише показывать иногда еще промежуточное табло, если есть возможность. Поскольку я понимаю, что с инфографикой у нас сегодня не все срослось, не все получилось. Финишировала 6-й номер Валентина Смирнова. И на старте уже у нас получается 68-й, да, стартовый номер Алена Перевозчикова из Ханты-Мансийского автономного округа. На второй круг, только на второй круг идет Анастасия Игнатьева, 41 номер, а на первый Ольга Царева. Ольга Царева, 90-го года рождения, Республика Коми, как мы и говорили в начале трансляции, идет сейчас на втором месте в Кубке страны, в общем зачете. И каждая гонка может решить судьбу итогового первого места. Ну, вряд ли эта гонка решит судьбу места у Марии Муратовой, 97-го года рождения, которая сейчас вот на финише. Да, мы говорили, что это единственная перворазрядница. Уступила она порядочно спортсменкам, которые даже идут в этой стартовой группе. Но опять же, главное это преодоление дистанции, преодоление собственного характера. Светлана Кузнецова, уже четкая знаменитая теннисистки на дистанции, 70-й номер, 84-го года рождения, мастер спорта из Татарстана. Ну а здесь к финишу подбираются уже Полина Лобастова и Анастасия Шуткина. 7-й и 9-й номер. Видим, что Анастасия буквально съедает Лобастову. Я думаю, на финише Шуткина все-таки обгонит спортсменку впереди идущую. Между ними тоже была 1 минута. И привезет ей разрыв по времени чуть больше этого. Чуть больше 60 секунд. Тем временем Светлана Николаева уже на дистанции, 87-го года рождения, мастер спорта международного класса. И вот нет, Анастасия Шуткина не успела догнать Лобастову. Но, в общем-то, была между ними минута, осталось там секунд 7-8. Зато Анна Русских, 11 номер, в общем-то,
в общем-то, отыграла в свою очередь порядка минуты у Анастасии Шуткиной. И, наверное, именно она русских Кировская область сейчас на промежуточном лидерстве. Ну, 73-й номер Дилирас Березянова, Республика Татарстан, мастер спорта международного класса, 81 года рождения, тоже спортсменка, которая сегодня наверняка поборется за призовые медали, за призовые места, прошу прощения. Ну, а нам показывают финиши первой группы сегодняшних стартовавших. Уже Екатерина Константинова завершила дистанцию, завершила вот сейчас Наталья Зорина на ваших экранах. Но все они уступили Анне Русских. Анна Русских, которая стартовала далеко позади этой группы, уже, в общем-то, давно и финишировала. 13 номер Зинаида Липина, Республика Коми, идет параллельно с 45 номер с Майей Якуниной. Но Зинаида, наверное, свои задачи, ей не нужно здесь уже цепляться за спину спортсменки, которая идет только на второй круг, ей нужно уже быстро финишировать. И вот после Дилирасы Березяновой как-то мы вот пропустили старт Ларисы Рясиной, да, 74 номер, я даже не видел, вышла ли она на дистанцию. Ну, может быть, это моя невнимательность в данном случае. Финиш 13 номера, 13 номер Зинаида Липина, как мы и говорили, представительница Республики Коми. 45 номер на ваших экранах, тоже на второй круг уже идет Майя Якунина. Ну и здесь уже на стадион выходит Полина Кальсина, Ханты-Мансийский автономный округ. Пока Полина еще хватает сил, мы видим, и хватает энергии и эмоций. А вот у Татьяны Чвановой на финише, мне кажется, уж совсем уже Татьяна обессилила и просто добегает, доходит до финиша. Здесь уже вот Анастасия Бекишева, 14 номер, как-то еще борется с лыжней. Ну, ждем промежуточные итоги на 5-километровой дистанции. Наверное, после того, как на второй круг идут все спортсменки, можно будет делать какие-то предварительные выводы. Ну, посмотрим. Татьяна Чванова, естественно, вот уже и финишировала 12 номер. Шестнадцатый номер Елизавета Тюрина, Красноярский край. Ну, пока вот видим Анастасию Бекишеву, которая добегает до финиша. Ну, и за ее спиной уже спортсменки идут на второй круг. Десятый номер мы видим справа от места финиша. Идет тоже на второй круг. Это у нас Мария Давыденко. Но, к сожалению, и судья от информатора на стадионе тоже не подсказывает нам, кто является промежуточным лидером. Ну, у Марии Давыденковой, которая шла на второй круг, вот сейчас на стадионе объявляют, что у нее промежуточный только 12-й результат. Ну, в общем, не самый лучший старт у Марии получился. К сожалению, мы вот с вами, дорогие зрители, видим одну и ту же картинку. Не поступают данные у нас пока что. Ну вот есть. Спасибо нашим операторам, режиссерам. Но действительно, Екатерина Макурина, оказывается, по-прежнему лидирует. Первый стартовый номер из числа финишировавших. Ну, довольно интересный результат. Думал я, что Екатерина Макурина где-то пятый, наверное, сейчас будет. Отдавал предпочтение Анне Русских, которая целую группу лыжниц обошла по дистанции. Но вот Екатерина Макурина справилась. Ей было тяжелее всего. Ее вообще никто не мог вести по дистанции, только время называли. Вот. Она
пока лидирует. Ну, понятно, что это промежуточные только результаты. И вот здесь плотная группа от 20 до 23 номера выступает. В общем, между спортсменками, между 20 и 23 номером было 2 минуты, но вот они все друг друга догнали. Кто-то, наверное, даже как паровозиком поработал, подтянул друг друга. И в этой группе у нас Мария Половникова, Олеся Рушницева, Арина Калинина и Ольга Сергеева, как раз 23 номер, которая была лучшей на 5-километровой отметке. Посмотрим, удалось ли этот результат ей сохранить до финиша, хотя бы из числа, из состава стартовой группы. Вот у нас сейчас финиш, 22 номер. Ну, в общем, здесь не так важно, кто из них в финишном створе лучше всех поработал. Факт в том, что все равно 23 номер Ольга Сергеева привезла 22-му Марине Калининой полминуты. Ну, там не хватило чуть-чуть до полминуты, всех 28-29 получается с небольшим. Вот, и... Ну вот, и Ольга Сергеева, я вот сейчас специально сделал паузу, прослушал объявление по стадиону, и Ольга Сергеева все равно даже с таким успешным выступлением показывает только второе место. Второй промежуточный результат финишировавших. Напомню, на 5-километровой долгое время она лидировала. Ну, здесь пока вот дуэтом идут 58 и 57 номера. Это Ольга Кучерук и Алена Мельникова. Ольга Кучерук из Тюмени, а Алена из Татарстана. Ну, вот, наверное, Мельниковой нужно как-то держаться спины более, так скажем, сильно, наверное, все-таки спортсменки. Недаром все-таки Ольга Кучерук смогла догнать по дистанции лыжницу из Татарстана. Но мы видим, что даже не то чтобы держаться за спиной хочет Мельникова, но даже где-то, может быть, и попробует снова выйти вперед. Но вот сейчас, конечно, на повороте Кучерук по внутренней дуге опять-таки выходит на первое место в этой паре. Вот, и не пропускает вперед себя спортсменку из Татарстана. Еще одна группа приближается к финишу. Здесь у нас получается Виктория Торопова, Анастасия Одинокова и Анастасия Москаленко, 30-й номер. Вот, Анастасия Москаленко тоже ликвидировала по ходу дистанции этот интервал временной, с которым стартовали девушки, и вот сейчас на финише тоже накатывает, потихоньку делает отрыв даже в этом небольшом споре. Анастасия Москаленко, представительница Новосибирской области. Ну, в общем-то, и Анастасия Одинокова тоже под 28 номером из Новосибирской области. И вот так вот они друг за другом по линеечке сейчас финишируют. Давайте послушаем, может, там объявят судья-информатор, на каком месте у нас сейчас Анастасия Москаленко. Ну, наверное, одно из неплохих. Вот, да, у нас Екатерина Шаповалова сейчас промежуточный лидер. Показывает нам оператор Евгения Шаповалова, прошу прощения, мастер спорта международного класса из Ханты-Мансийского автономного округа. Первый номер уходит на второй круг, это Виктория Калинина. В общем-то, у нас осталось с десяток таких спортсменок, которые проходят первую пятерку. Ну, в общем, гонка потихоньку подходит, ну, еще не подходит, но, в общем, приближается, да, к своему логическому завершению. В общем, у нас уже половина практически спортсменок на финише. 32-й номер ведут Жанну Муравьеву из Татарстана, что-то подсказывают тренеры. Ну, у Жанны силы еще остались на этом участке. Надо, конечно, поработать, тем более каждое очко здесь пойдет в копилку сборной. Ну и напоминаю, что сборная Татарстана также лидирует в общем зачете Кубка России.
Вот. И лидерство, конечно, нужно удерживать им. Ну, Жанна Муравьева на финише уже. Довольно быстро она преодолела подъем и выход на финишную прямую. И вот смотрим, ждем результаты. Ну да, предварительный третий результат Жанны Муравьевой. А Евгения Шаповалова у нас единственная, кто пока разменял 30 секунд. 64 номер. Это у нас Екатерина Смирнова отправится на вторую 5-километровую дистанцию, скажем так. И здесь 33 номер и 31. 33 это Анна Грухвина, 31 это Анна Марковкина. И вот финиш. Да, 29 секунд, прошу прощения, 29 минут разменяла Евгения Шаповалова. Анастасия Москаленко еще тоже также разменяла 30 минут. Ну вот из 29 только Шаповалова пока вышла. Что ж, будем ждать финиша остальных участниц. И наверняка именно по времени Шаповаловой, конечно же, ведут тех, кто на лыжне. 36 номер Наталья Баракина из Тюмени на ваших экранах, но тоже уже просто добегает спортсменка до финиша, чтобы, наверное, уже без сил просто рухнуть на снег и отдышаться наконец-то. Ну, вот такие прекрасные виды стадиона, не менее прекрасные виды спортсменок. Здесь борьба между Мариной Черноусовой и Анастасией Власовой. Марина из Сахалинской области, Анастасия из Мурманской области, тоже полная тезка, лыжница из Коми, тоже у нас есть Анастасия Власова. Вот. Но Власова из Коми сегодня не на дистанции, а вот Власова из Мурманска, как мы видим, уже обгнала, достала свою соперницу, которая стартовала чуть раньше ее на полминуты. Очень приятно то же самое Христина Мацокина сделала с Дарьей Старожиловой. Было между ними полминуты на старте. И вот 38 номер Христина Мацокина буквально на финише догоняет свой ориентир по дистанции. Ольга Царева, мы видели, тоже ушла на второй круг. Виктория Мелина, 39 номер на финише. Ну а пока нам показывают, как 35 номер Надежда Шуняева финишировала, и следом за ней Лилия Васильева, Удмуртская область. И вот здесь уже интересно, здесь было бы неплохо посмотреть итоги времени у Лилии Васильевой. Смогла ли она вклиниться в борьбу за первое место, но опять же была 40-й, обогнала целый ряд спортсменок, идущих перед ней, в том числе и Викторию Мелину. Ну вот подсказывает нам судья-информатор, что Лилия Васильева финишировала второй, пока что тоже не смогла разменять 29 минут. Нет, здесь это пока старая табличка, уже на втором месте, да, вот обновленная. Вот на втором месте Лилия Васильева идет, 29 минут и 9 секунд. Но опять же, смотрите, 33 секунды между Васильевой и Шаповаловой. В общем, и никто близко к Евгении Шаповаловой пока и не приближается. Это вот интересный момент. Не менее интересно, как идет по дистанции Светлана Николаевна с операторами. И на финише Анастасия Игнатьева, Ханты-Мансийский автономный округ, 98-го года рождения, спортсменка. Ну, здесь, наверное, тоже вряд ли какие-то высокие секунды. Да, вот видим 74 номер, есть там дистанция, Лариса Рясина. Ждем ее промежуточных результатов и видим, что Лариса Рясина и Диляруса Березянова уже давно обошла, и между даже спортсменками уже есть небольшой засвет. И я так понимаю, что Рясина немного-то и остается до Дианы Головань из Республики Хакасия. Вот 72 номер, который был на ваших экранах, она уже по стадиону пробегает. И довольно уверенный ход у Ларисы Рясиной.
Наверняка вот сейчас Евгения Шаповалова, если следить за тем, что происходит на дистанции, переживает за свое промежуточное лидерство, узнав секунду Рясиной. 44-й номер Ольга Рочева. Ну вот сейчас объявляет судья по стадиону, что на 5-километровой дистанции, да, Лариса Рясина показывает лучший результат и опережает она буквально на 0,3 Светлану Кузнецову из Республики Татарстан и еще немножечко с Евгением Шаповаловым. Так что посмотрим, как пройдет второй круг спортсменка, хватит ли у нее сил выдержать темп, который поддерживала Шаповалова. 42-й номер на финише — это Мария Лихачева, Республика Коми. Но мы, в общем, прекрасно понимаем, что самое интересное это будет у нас в конце. То есть интрига в гонке будет жить действительно до финиша самого, ну, не последнего, да, самого последнего стартовавшего номера, вот так будем говорить. Здесь еще одна плотная такая группа из 3 спортсменок. 48-й номер Яна Кирпиченко обогнала и Полину Кальсину, тоже довольно сильную спортсменку, 47-й номер, и Майю Якунину. Ну вот да, посмотрим по результату Кальсиной и Кирпиченко. Поборются ли они за медали. К сожалению, не вижу я их результат на 5-километровой дистанции, поэтому трудно судить. Можно только чисто визуально предполагать, логически. Но видим финиш Яны Кирпиченко с таким, мне показалось, есть еще запас сил у лыжницы. И ждем подведения итогов, ждем объявления результатов непосредственных у Яны Кирпиченко. Нам, конечно, время Полины Кальциной в данном случае не очень сильно интересует. Вот 29 минут 22 секунды. Это только 3-й промежуточный результат у Яны Кирпиченко. А вот Кальцина, ей уступив 32 секунды, пока 7-я. Ну вот чем ближе время, чем ближе финиш лидеров сегодняшней гонки промежуточных, тем на 5-километровой дистанции, тем, в общем-то, дальше будет уходить результат и Кирпиченко, и Кальсиной. Но это, в общем-то, логично. Ну, вот у нас уже 50-й номер на выходе на финиш. Это у нас Мария Давыденкова, Республика Татарстан. Вот она довольно слабо стартовала. Мы отмечали, что Мария Давыденко была на отсечке в 5 километров, и это еще до старта Рясиной, да. В 12-й, ну, где-то, наверное, во втором десятке окажется сейчас Мария Давыденкова. Финишировала спортсменка. Ждем дальше, ждем других лыжниц на финише. Ну, кстати, не такой уж плохой результат у Марии Давыденковой, да, 30 минут и 5 секунд, но все же не разменяла она заветную 30-ку. У нас, как вы понимаете, претендовать на призы здесь сегодня могут только те лыжницы, кто вышел из 29 минут. Финиширует 49-й номер Евгения Ощепкова, Тюменская область. Видно, что гонка далась тяжело. И 51-й номер Светлана Плотникова, Свердловская область, сейчас подбегает к финишу уже. Вот такая вот
тоже мини-дуэль. 53-52 номер Габриэла Калугер и Анна Неустроева. Вот Габриэла оказывается побыстрее все-таки и в финишном столе, ну и в целом все-таки полминуты отыграла у оппонентки. Вот и 5-е предварительное время Габриэлы. Мы видим, что по-прежнему пока только Евгения Шаповалова вышла из 29 секунд. Ну, мы ждем, наверное, и Ольгу Цареву, и Светлану Кузнецову, и, конечно же, Ларису Рясину. Вот предварительно те лыжницы, которые могут вмешаться в борьбу за первое место. 55-й номер Лали Кварацхеля и 56-й Анастасия Казаку на ваших экранах. Анастасия Казаку, видите, догнала Лари по дистанции, полминуты съела. И сейчас вот финиширует именно друг за другом спортсменки, друг за другом стартовать, друг за другом финишируют, но уже в обратном порядке. 56 и 55 номера. Где-то здесь должна уже на финише появляться и Ольга Кучерук из Тюменской области. Тоже нам любопытно последить за ее временем. Довольно неплохо она проводила стартовый отрезок. Мы видели, что она и Алену Мельникову догнала по ходам по дистанции. Но вот сейчас как-то даже подозрительно долго ее нет на стадионе. Ну да, вот Ольга Кучерук, 58 номер. На 5 километрах она как раз шла с Аленой Мельниковой. Мы предполагали, что не получится у Алены удержаться за Ольгой. Так, в общем-то, оно и вышло. И сейчас посмотрим за секундами спортсменки. Совсем немного осталось. Вот она. Короткий вот этот вот выход на финишную прямую. И, в общем-то, тоже короткая сама прямая. Потому что негде, например, в спринтерских гонках разогнаться. Это вы, дорогие зрители, видите завтра уже. Подтверждение этих слов. Завтра у нас именно финалы в спринтах будут. И финиш Ольги Кучерук. Подождем объявления диктора. 29 минут 45 секунд. Результат Ольги Кучерук. Ну, в общем-то, тоже не первый, да. Повторимся, по-прежнему результат Евгении Шаповаловой, которая стартовала еще в первой группе спортсменок по 25-м номерам, мастер спорта международного класса из Ханты-Мансийского автономного округа выступала. И вот результат Евгении Шаповаловой до сих пор держится. Вот уже 57-я Алена Мельникова финиширует из Татарстана. Ну, она и проиграла, получается, и Ольге Кучерук, как мы говорили, больше полминуты, секунд 50. Так что там не на что, в общем-то, рассчитывать спортсменки. А вот 61-й номер Виктория Калинина. Вот ей совсем немного осталось до Марии Казикаевой из Нижегородской области, которая сейчас на финише была. Может быть, именно Виктория Калинина или Ольга Хлопотина где-то поближе будут к лидерам. Вот сейчас финиш Виктории Калининой. Я так понимаю, тоже далеко от тройки лидеров. Тем более, что вот 62 номер за спиной. 29 минут 41 секунда у Калининой. А вот Ольга Хлопотина должна побыстрее преодолеть дистанцию. Давайте послушаем. Паша, ты не можешь. 29 минут 27 секунд результат Ольги Хлопотиной, но это тоже не... Тоже, скорее всего, сегодня не медаль. 63-й номер Анна Медведева подходит к финишу. У нас любит оператор кадры сквозь деревья, так что привыкайте. Ну и осталось у нас
где-то на дистанции 12-13 лыжниц, ну, среди которых, конечно же, Лариса Рясина, главный пока что претендент на победу всего лишь 10-километровой гонке. 63-й номер на финише Анна Медведева, Свердловская область, мастер спорта международного класса. Но тоже, мне кажется, из 29 минут там не удалось ей выбежать. Да, 29 минут 54 секунды. Результат Анны Медведевой это, в общем, даже не в первой десятке. Уже Екатерина Смирнова, Тюменская республика и Марий Эл. Ну, мне кажется, она чуть-чуть побыстрее прошла по дистанции, чем Анна Медведева, но это, наверное, где-то в районе 29 и 40 секунд с небольшим. Вот сейчас, в зависимости от того, как пройдут финишные метры у лыжницы, будет понятен этот результат. Может, даже где-то, наверное, буквально пару-тройку секунд должна была она выиграть у Медведевой. Анна Белая уже здесь на экранах ваших тоже приближается к финишу. Екатерина Смирнова даже проиграла, видите, Анне Медведевой, даже из 30 минут не удалось выбежать. А вот здесь за Анной Белой появляется 67-й номер Анастасия Власова, и, наверное, ее сейчас нам время больше всего интересно из спортсменок, которые вот-вот должны финишировать, но хотя, конечно же, и там лидеры практически недалеко уже Лариса Рясина. Давайте вот смотрим финиш 67-го номера, Анастасия Власова, Мурманская область, есть финиш. 29 минут и 35 секунд у Анастасии Власовой. А здесь к финишу приближается Ольга Царева, Республика Коми, спортсменка, идущая второй в личном зачете Кубка России. Но мне кажется, что сегодня Ольга от Ларисы Рясиной свое отставание только увеличит по ходу. Вряд ли получится сократить. Вот Ольга Царева на финише. Удалось ей обойти по дистанции Алену Перевозчикову из Ханты-Мансийска. Но вот удалось ли приблизиться к Шаповаловой? Давайте. 29 минут 24 секунды у Ольги Рочевой и Светлана Кузнецова, 70-й номер. Да, не удалось Ольге Рочевой приблизиться. И Светлана Кузнецова показывает 29 минут и 10 секунд. Это третий результат предварительный. По-прежнему держится результат Евгении Шаповаловой. Ну и более того, Лилия Васильева из Удмуртии по-прежнему на второй промежуточной позиции. 1 секунда отделила Лилию Васильеву и Светлану Кузнецову. Вот там. Здесь, конечно, еще на этой дистанции не показано результат Кузнецовой, но 29 минут 10 секунд он был уже официально объявлен. Так что 1 секунда пока что отделяет спортсменов, ну и дальше будет отделять спортсменок, но я думаю, что Кузнецова этой 1 секунды как раз до медали может и не хватить. 72-й номер Диана Головань, Республика Хакасия, приближается к финишу. Здесь, наверное, тоже не стоит ждать от Дианы Головань борьбы именно за победу. И мы вот должны увидеть уже сейчас, вот-вот должна появиться на наших экранах Лариса Рясина. Обходила она Дилируса Берзянову по дистанции, как мы с вами видели еще по истечении первых 5 километров. Ну, поэтому меньше чем полминуты, наверное, осталось до ее финиша. Завершила дистанцию Диана Головань. 29:44. Ну и вот Лариса Рясина на ваших экранах. Давайте сейчас просто понаблюдаем за финишем и послушаем
судью-информатора. Что же он нам веселого и интересного расскажет? Вот есть финиш Ларисы Рясиной. 29 минут, 9 секунд и 1/10 время Ларисы Рясиной. То есть Евгения Шаповалова, в общем-то, и остается победителем гонки. Вот так вот, стартовав с 25 номера, Евгения Шаповалова единственно разменяла 29 минут, вышла за этот интервал. И победила, потому что, в общем же, никто этот результат из тех, кто на дистанции, ее не произойдет. Евгения Шаповалова можно поздравлять с победой. Довольно, наверное, неожиданно для многих все-таки сегодня эта победа в ее активе. На втором месте осталась Лилия Васильева, как мы вот можем заметить. У нее... Нет, стоп, подождите. Васильева или Рясина? Давайте все-таки еще раз посмотрим. Предварительно, по-моему, все-таки Васильева. Давайте дождемся. То есть тройка уже точно определена. Это Шаповалова, Васильева, Рясина. Вот там по 10 долям секунды просто надо посмотреть. Вот. Других спортсменок уже в тройке мы не увидим сегодня. Прошу операторов режиссеров показать нам итоговый протокол финишировавших, чтобы просто поздравить лыжниц с завершением гонки и с призовыми местами. Нам пока вместо итоговых результатов показывают прекрасные виды республиканского лыжного комплекса «Рейс Сметаниной». Вот. Одно известно точно, что Евгения Шаповалова выиграла гонку. А вот по 10-м я это уже сам не усмотрел, кто у нас там на втором месте, Рясина или Лилия Васильева. Ну, как мы и говорили, 1 секунды как раз Светлане Кузнецовой не хватило для призового места. Очень обидная 4-я позиция у Светланы. И мы ждем итоговый протокол. Где же он у нас, товарищ? Можно табло показать, например. Тоже бы неплохо. Ну вот, да, показывает все действительно. Лариса Рясина 2 место, 29:09 и 1. И Лилия Васильева остается на 3-м месте. Даже вот Светлане Кузнецовой не 1 секунда, а 0,2 не хватило до призового подиума. Что ж, спасибо за эфир, спасибо тем, кто был с нами. Мы немножечко прервемся и через несколько минут после небольшой паузы вернемся уже на мужскую 15-километровую гонку. Внимание, мужчин, которые будут пытаться по дистанции 15 километров классическим стилем. Разрешено опробование лыжных трасс в соревновательной магистрации со своими стартовыми